Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». Сегодня у меня прекрасные гости, с которыми, я надеюсь, будет очень весело. Касмалиев Бахтияр, президент клуба «Азия Микс», КВНщик, и Александр Ященко, генеральный директор региональной лиги КВН «Лото». Все верно. Все верно? Здрасте. Да. Бахтияр, давайте с погоды начнем. Вы шаман, все можете. Да. По блату сможете нам чуть-чуть дождя Да, к вечеру? К сожалению, нет. В 2016 году, как стали чемпионом, лицензию отобрали, и теперь я уже официально простой человек. Я не могу, нету никаких у меня сфер способностей. Жаль, хорошо. У нас с вами есть прекрасный повод, вполне официальный повод. 30 июля в Чолпоноте состоится концерт, выступление команды «Азия Микс». Да. Все верно. Расскажите, вообще стоит туда идти? Стоит тратить день отпуска на Иссык-Куле, вечер отпуска на Иссык-Куле на это мероприятие? Если честно, нет. Сидите здесь, жарьтесь, кайфуйте здесь, а мы там кайфанем. Чем меньше народа, тем больше кислорода. Нам-то какая разница, мы по-любому кайфанем, да. Нет, на самом деле мы очень сильно соскучились по нашим выступлениям именно здесь, у себя в доме. Потому что это же другой вайб, это же, ты же знаешь все внутренние приколы, и ты можешь над этим шутить. Потому что на большой сцене ты не всегда над всем можешь шутить, а здесь ты можешь позволить себе, потому что ты часть этого общества, и потому что ты чувствуешь это все. И у нас очень много накопилось прикольных тем, которые мы хотим с вами пообсуждать, и поугарать, так сказать. Это всегда очень приятно, когда ты выступаешь у себя. Вообще мы хотели сделать концерты ежегодичные, условно, как в один раз в год, перед Новым годом, собирается такой капустник и делать такие выступления. Ну, конечно, если зрители за такую идею, мы можем передать Эльдиару, если он поддержит, мы можем собираться. Это было прикольно. Если вы за, то пишите в комментариях. Если против, то тоже пишите в комментариях. Да, конечно, вообще. Все, что думаете, пишите. Что будет на этом мероприятии, концерте, что? Ну, так мы будем сидеть, вы будете шутить. Азия Микс, как всегда, то есть они будут шутить, это 100%, их будет выступление, оно будет минут 40 и больше. Но перед этим будут выступать команды, которые здесь мы отобрали. Скажем, команды сборные будут, интересные сборные. Одна из команд, она 2 апреля взяла 1 место здесь, в Кыргызстане у нас. И эти команды тоже будут выступать, но они уже, у них будет соревновательный процесс. Если Азия Микс, они сразу гости. Да, они как гости, мастер-класс, да. Сначала выступят наши команды, которые здесь только учатся, которые набирают обороты, да, а потом выйдет Азия Микс и типа вот смотрите, как надо. Вот так то вот. есть сначала будет обычный формат КВН, Да. будут 2 команды или сколько? 4. 4 команды. 4 команды. И будут соревноваться. Да. Визитная карточка. Нет, там будет все просто, там будет 2 конкурса, это будет приветствие, команда себя представит, и второй это музыкальный биатлон. Потому что как бы такая тема вообще игры получается, иссыкульская песня. А судьи кто? О, судьи, я точно могу сказать, что в жюри будет сидеть Чингис Алканов, это 100%, будет Джейна Кусянулу сидеть, это наш друг лиги, это бывший директор телеканала НТС, и 100% буду я, и 100% будет Гульнара Тагамбаева, наша певица. Клюпой. Да. Я вот обожаю эту песню, да. Я только вот когда ее вижу, я всегда вспоминаю детство, и вот этот клип, я всегда такие кайфовые чувства у меня. Азия Микс представителей в жюри не будут? Нет, не будет. Не, мы будем готовиться, нам не до этого будет. Я думаю, лучше мы сделаем один продукт лучше, чем мы будем разрываться и будем текст забывать, там еще что-то. Я думаю, так вот лучше будет. У вас будет что-то новое или то, что мы уже видели? Нет, мы вот сейчас, извиняюсь, что перебил, я сейчас только приехал со сборов, сейчас Душимов, Сергей Абдулниязов, да, который таджика играет, Руслан Максимов, который сейчас администрирует, да. Мы сейчас собираемся, пишем шутки новые именно на тему, которая сейчас нас волнует в Бишкеке, на Иссык-Куле, все вот эти новые темы. То есть там 70% точно будет смака, которого вы не видели нигде. Да.
Так что можете не приезжать. Потом по телевизору посмотрим. Потом как где-нибудь в ТикТоке увидите. Снимем, растиражируем. Тупой вопрос. Вообще, как вы пишете шутки? Тупой ответ – ручкой так вот. Ручкой сидите. Да. Ну просто вот тема какая вот вас В этом сейчас году волнует. у них Сейчас все- жарко? Да, Жарко? да, Волнует? да. Все, Жарко, жарко, Шутки пишет. на эту тему. Жарко, что мокрые трусы. Смешно? Нет. Так, дальше. Ну вот так вот пишем, понимаете? Все очень просто. То есть вы сами пишете шутки? Ну да. Нет, мы вот так вот. Нет, они сами Нет, 100% Вы пишут. их нанимаете за большие деньги Авторы. из-за границы? Нет, мы в Кыргызстане оптимизировали это все. Мы берем газету, которую давно уже забыли, «Вечерний Бишкек», за 2005 год. И есть страница, отдел анекдоты. С анекдотов, те, которые подходят нам, вот жарко мы ищем, у нас архив есть. У Сергея есть большой, он чемодан достает, у него архив вот этих всех газет. Ну, конечно, сами пишем, что за вопрос, конечно, сами. Ну, они не так сложно пишутся, это как водить машину. Научиться надо, а потом уже все. Один раз, да? Да. Кто будет от Азии Микс представлен? Практически все. Ну, кроме Ситоры, Марата и Ростислава. Да, наверное. Кстати, про Ростислава. Нам уже, когда мы анонс сделали, нам написали, мы не писали вашу должность, мы просто написали Касмалиев Бахтияр, Александр Ющенко. Нам сказали, ну и понятно было, что это КВН. Нам сказали, кактус вы тупые, он Ростислав. Подписчики. Я не знаю, что говорить. Нет, я Их двое. Просто так бывает в жизни, что бывают два брата. Они чуть-чуть разные. Вы братья. Да, родные. Ну, по крайней них одна мере, мама. по крайней мере, родители так утверждают. Все. Этот Вот. вопрос мы Отпал, да? ответили. Вот Да. так. Еще перед этой нашей встречей мы попросили наших подписчиков задавать вам вопросы. Круто, круто, да. Самый популярный вопрос был о вашей личной жизни. Бахтияр, особенно ваша личная жизнь. Ну, конечно. Ну, все нормально. Кто хотел, тот опоздал. Нет, ну все нормально. Женат, ребенок, пацанчик, все отлично, шикарно. Немножко кайфуем. неправильная форма, да? Наверное, про его личную жизнь у меня надо будет спрашивать, я честно расскажу, а его спрашивать про мою личную жизнь. А он все равно ничего не знает. Ну, у нас нету цели в рамках этой передачи, в рамках эфира испортить личную жизнь. Да не, по факту просто Всё, да, то рассказываем. есть вся та очередь, которая выстроилась, Да, вот эти два человека. Вот это. 12 лет уже вместе, все нормально, пацану 1,8. Вот. Пока кайфуем. прекрасно. Что с Азией Микс? Нормально. Существует, что Не делает? спились. Все, пока Это, держатся, вы пока знаете, это держатся. уже немаловажно, Это немало. мы держимся, да. Мы вот после такой славы мы вот держимся сейчас, Обрушившись да. на вас. Сейчас вот грузим, грузчики, пиццерии, пиццу развозим. Пиццу. Ну, держимся. Ну, держимся, Все да. нормально, мы также по проектам, просто, знаете, вот многие спрашивают, что случилось с Азия Микс. Я вам просто отвечу, знаете, почему так происходит, почему это частый вопрос. Потому что мы выступали в одном проекте на таком централизованном канале. Сейчас у каждого есть свои проекты, и у каждого есть своя аудитория, и у каждого есть своя тема. Вы нас не видите, потому что мы не централизованы там в одном каком-то канале, там, у которого больше подписчиков, и условно это первый канал был. А сейчас у каждого есть свои проекты, мы иногда собираем, мы ездим в Алмату выступать, на частных мероприятиях бывает, да, вызывают нас. Здесь мы иногда собираемся, что-то штурмуем, новое придумываем, там YouTube-каналы какие-то там раскачиваем, но там есть своя маленькая аудитория, и из этого для большинства кажется, что мы распались. По факту мы общаемся, вот мы сейчас только, вот я оттуда приехал, минут 10 с ребятами виделись, мы качаем на сегодня, на 30 то есть на 30 июля не все будут, и опять-таки всем кажется, что мы распались, а по факту все так же осталось. Чем вы занимаетесь, какие у вас проекты? У меня YouTube-влог, мы занимаемся, я ревизор со стороны потребителей в сфере строительства. Я разбираю строительные компании, ну как разбираю, я изучаю строительные компании на рынке Кыргызстана. И сейчас... Все серьезно, никаких приколов. Да, там вот почему я не умею шутить сейчас, да, я не умел.
Я думал, что я себя обманываю. И пошел в эту стезю, и сейчас мы прорабатываем рейтинг строительных компаний со стороны потребителей, чтобы люди, подписчики с других стран, которые зарабатывают, мигранты, они приезжали сюда, они же как слепые котята, они же не понимают. Мы разрабатываем для них HomeGIS, условно они открывают карту и понимают, какая ситуация и какой рейтинг. Мы делаем систему халал, условно. Стоит покупать, не стоит покупать. Там человек делает сам выбор, надо ему покупать, не надо ему покупать. То есть это мишленовские звезды, условно. Интересно. Как много у нас играют в КВН? Ох, сложный вопрос. Мне кажется, что в принципе пик интереса к КВН прошел, нет? А ошибочно? Ну, для меня немножко по-другому, потому что КВН это все равно как школа. Как интерес в школе нету, то есть сейчас очень много площадок, действительно. И есть талантливые ребята, но, к сожалению, большинство, вот я очень часто наблюдаю за ТикТоком, Инстаграмом, многие ребята делают это неумеючи и где-то перебарщивают. Все же гоняются за не качеством, а за, скажем так, за количеством, да, подписчиков, лайков. И от этого контент человека многих, скажем так, возникает такой вопрос, что чем пошлее, тем интереснее, он же набирает лайки. И это проблема нынешней молодежи сейчас, но это небольшая проблема, потому что есть молодежь талантливая, а КВН это как база, как школа, дает знания. Вот я не знаю, как это, хотел, кстати, вот у Бахтияра спросить, вот нынешний проект, который ты ведешь в КВН, же дал какой-то, ну, фундамент? Или Нет, смотри, вообще нельзя обсуждать, дал или не дал. КВН это мощный инструмент, где ты проходишь очень большую редактуру. Да. Про что говорит Саша? Про то, что, отвечая на ваш вопрос, упал интерес, факт. Почему? Потому что стало легче добиваться известности и аудитории, потому что нету редактуры. А КВН ты как будто бы сам себя мучаешь. Как бы тебе надо придумать вначале что-то, и какой-то человек должен прийти и сказать смешно, не смешно, а потом ты должен пройти там еще кого-то, и потом только зрителям показать. Это сложно, и для многих непонятно, для тех же самых там, условно, тиктокеров, стендаперов, они говорят, да блин, пусть люди, зрители выбирают. Это, да, круто, но есть шлягер и есть хайп. Шлягер – это который на время идет очень долго, да, ты можешь вспоминать, говорить, вау, это круто. А помните 80-е? Вот я уверен, 80-е, Modern Talking, любую, Черри, вы знаете это, что за песня, я ее знаю, я слушаю ее в музыке, я кайфую, хотя отец мой слушал, да, там в молодости. Это есть шлягер, это есть круто. А хайп, который там инстасамка придумала, она забудется. Вот в чем отличие. Почему так происходит? Потому что когда есть жесткая редактура, это накладывается определенный опыт и говорится, так, нужно вот в эту сторону, в эту, а тебе приходится чуть-чуть напрягаться. А нынешняя молодежь, я не говорю, что это плохо, это нормально. Ну, то есть у каждого времени свое определенное настроение, определенные рамки. Это нормально. Но у нас было такое. Мы прошли очень мощную школу, и для нас сейчас переформатироваться там более в серьезную там, сторону, там, в сферу строительства вообще не проблема. То есть мы примерно понимаем смысл. Все, что дал нам КВН, мы строим свою жизнь, семейную жизнь, работу, бизнес, без разницы, потому что там есть определенная четкая структура формирования определенного продукта. И вот мы через это проходим. Для нынешней молодежи, да, КВН, я уверен, вот я по себе скажу, я когда КВН сам играл, я КВН не смотрел. Насколько он мне уже был неинтересен, потому что я его 15 лет, там, лет, больше 10 лет я его играл, внутри был постоянно, да. И мне уже настолько не было интересно это, потому что я уже изучал ТикТок, уже изучал там другие вещи. Факт остается фактом. Но эта школа была очень мощная. И кто сейчас ее проходит, тот молодец. Кто понимает смысл в этом, тот молодец. Никогда лишним не будет. Он время зря не потратит. Вот раньше мы играли, наши родители говорили, там, пусть чем-то хоть занимается, чтобы там во дворе не пил, не курил. Ну, а это реально приносит толк, потому что мы результат. Мы результат этого продукта. Вот. Как устроена Лига Алатау? Ну, вообще я как бы возглавил лигу в 2016 году, как раз вот ваше чемпионство. В этот год я только возглавил ее. И... Сразу успех. Я не думаю, что это с этим связано. Хотя я уверен, что... Нет, просто для меня тоже было новенько.
мне приходилось все учиться на своих ошибках. Были игры, где мне было очень тяжело. Но я побывал и там, и там. Ну, не как ребята. Я начал играть в 96-м году. Это давным-давно. Поиграл чуть-чуть. Я играл в нашей лиге. Здесь тогда была лига КВН Кыргызстана у Евгения Львовича. Там поиграл, потом начал со школки, потом это. Я играл в разных командах. Первая команда была ДНК, потом была Хантенгри команда. И на Хантенгри я остановился. Хантенгри, моя команда, это с БГУ, мы стали чемпионами, и на тот момент я увидел вот свой потолок. Все, вот здесь вот хватит. Ну, в тот момент, да, это был И я остановился, потому что, ну, тогда тоже были проблемы там. У меня не было мечты поехать в Сочи, скажем так. У меня был местный уровень. Потом было затишье, семья, дети, не до этого было. А потом вот раньше, наверное, в 2013 году я сначала помогал как по организаторству, а вот в 2016 году стал директором Лиги Алатау. И есть как-то школьная лига, вот, этап, потом идут... Да. Ну, смотрите, вот в принципе вы говорите правильно, но 2020 год мы планировали все запустить, да. Пандемия, мы отложили этот вопрос. Сейчас мы активно ведем переговоры с Министерством культуры, Министерством образования. С сентября у нас будет открываться школьная лига. С сентября у нас опять будут межвузовские соревнования. И мы начинаем, грубо говоря, эту площадку использовать как школу и как продвижение в дальнейшей жизни. Именно даже в плане лексикона, постановки речи, как люди должны вести себя на сцене. И вот, что немаловажно, то, что не даст ни одна интернет-площадка, это прямое общение с зрителями. Это все равно, то есть, если ты по лайкам видишь и радуешься, то здесь вот зритель перед тобой, и ты сразу видишь, вот зашла шутка или она вот не зашла. Это моментально ощущается. А прямое общение со зрителем это никогда ничем не заменить, в любом случае. Еще один вопрос, который задавали наши подписчики. Можно ли на юморе заработать много денег? Можно я отвечу, да? А вы вдвоем ответите. Давай ты сначала ты, а потом я отвечу. Да. Ощущение. С 2004 года я начинал играть, и по 2009, может быть, 2010 года мы ничего не зарабатывали. Ну, то есть это ты вкладываешь в себя, там, развиваешь свое имя и все такое. А потом мы начали какие-то денежки получать. Первое выступление у нас было там за еду. Мы у замдекана проводили день рождения и вели. И нас за общий стол посадили, мы покушали. Для нас это было вау. Потом мы понимали, что это монетизируется. Это как бы монетизация же, да? Мы по-любому кушать будем, мы будем за это платить. А тут нам еду дали. Окей, мы пошли дальше, мы начали выступать. Сейчас пик нашего заработка был 2006 год, когда мы стали чемпионами. Мы с Казахстана, наверное, не выходили, потому что рынок местный, у нас есть определенный прайс по выступлениям, не всегда может, и здесь есть свои герои. Там у нас в это время был 1-1 студио, там у них свой продукт был, и они были для местной темы чуть-чуть приемлемы. Мы были более такие среднеазиатские, да, у нас шутки были чуть-чуть такие, и мы там спокойно вливались, и мы выступали там. В общем, подытоживая, я потом анализировал это все, я построил себе дом. То есть на эти деньги где-то я откладывал, где-то я жил, где-то я мы с отцом построили дом. То есть вот так, небольшой, двухэтажный, мансардный, то есть второй этаж мансарда, вот такой результат. Но стать миллионером и там еще что-то, одного юмора не хватит, я думаю. То есть нужно бы заниматься бизнесом точно. Ну, в принципе, я полностью согласен. Ну, вообще сложно ответить на этот вопрос, потому что бывают игры, которые уходишь в минус. То есть игра прошла, а ты еще должен остался. Бахтияр сейчас ответил на ваш вопрос с точки зрения как игрок команды, частной. А в плане организации я вам вот более так скажу. А бывают игры, что ты зарабатываешь, бывает. Ну, то есть все зависит от спонсоров, от того. У нас хорошее слово, вот это монетизация. Вот, допустим, если взять соседний Казахстан, почему я сотрудничаю с ребятами, которые там возглавляют лигу, у них монетизация от государства. Монетизацию дает государство для фирм, которые поддерживают молодежь. У нас такого нету. И у нас из-за этого немножко сложно.
То есть зачем человеку вкладывать большие деньги в КВН, если он может там занять там несколько блогеров и так далее. А когда есть монетизация, это становится выгодно. В принципе, то есть как отрасль вообще экономики Кыргызстана, я считаю, что это очень нужная вещь, и нужно в нее вкладывать. Плоды-то ты от этого увидишь через 10 лет, когда подрастут КВНщики, которые там выбрали стезю искусства именно, они стали взрослыми. Если сейчас взять, например, то же самое российское телевидение, 80% контента там присутствуют КВНщики. 80%. Вот если любые там канал ТНТ, СТС, Первый канал даже, там КВНщики уже на своих отдельных проектах, со своими шоу, со своими этими. Это же все КВНщики. Вот еще такой вопрос. На ТНТ проект «Игра», с которым возник вопрос по плагиату. Как вы относитесь к этому? И пойдете ли играть, если позовут? Знаете, отвечая на первый вопрос, плагиат, не плагиат, это такая, знаете, неощутимая субстанция, да. Да, понимаю, что концепция юмора просто на другой канал перетекло, и это, возможно, да, но я думаю, что насчет этого напрягаться не надо. Рано или поздно появится. Если у тебя продукт деградирует и становится на одном месте, то появятся ребята, которые то же самое чуть-чуть сделают лучше, там, сделают апгрейд, и там будут больше людей смотреть. Вы считаете, что КВН на Первом канале деградирует? Я считаю, что нету знаете что? Я думаю, нет, я не говорю, что они деградируют. Я к тому, что продукты со временем устаревают, если не смотреть с новым взглядом. То есть когда ты в этой каше варишься, ты примерно понимаешь, что можно улучшить. Но если тебя не слышат, то я думаю, что это проблема. А если бы услышали бы и сказали: о, прикольно, давайте этот формат к нам внедрим и сделаем. Там же, видите, там палка двух концов. Нельзя говорить, что это деградирует, потому что есть рамки у Первого канала. Ты не можешь вести себя так же, потому что он давно бы мог бы быть как лучше, там, чем игра. Но рамки, извини меня, ты как хочешь, на федеральном канале, да, ну извини, у нас вот эти шутки нельзя. Из-за этого кажется, как будто он все, в потолок уперся, да. Из-за этого нельзя говорить, что там деградирует, здесь просто у всех разные условия. Я, например, в ТикТоке могу там очень много что позволять, а извините, здесь сидят, снимают, значит, с медиакактуса, я уже не могу себе позволить, понимаете, есть рамки. Лучше не надо. Вот, да. И для кого-то я скажу: ой, старпер, не может в ТикТоке пошутить, потанцевать. А, понимаете, это вот рамки вот этих условий. Из-за этого нельзя говорить, что деградирует. Просто на том этапе есть определенный потолок. Есть другой канал, и всем кажется: о, прикольно, оказывается. Да нет, там просто другие рамки. Они покачают определенное время, у них свои рамки будут. Они опять тоже что-то упрутся. Вот по раз поцелуются, это уже начнет, либо привыкнуть, либо начнут тошнить. И ты уже этим не удивишь. Уже все, и они в потолок упрутся. Понимаете, про что я говорю? Так что тут такая, я же говорю, неощутимая субстанция. Очень неощутимая. Еще можно вот эту вашу популярность, и вернемся к деньгам, монетизировать. Вы очень популярные лица, популярные люди, которым доверяют. Хотели наверняка вас купить, использовать в своих корыстных, рекламных, избирательных целях. Конечно, конечно. Ну что, знаете, и что? Продались? Смотрите, на данный момент, когда приходят, давайте сейчас буду отвечать на данную, за прошлое я не могу отвечать, может быть, был неопытный, где-то что-то просквозило, может быть, я не могу точно знать, если есть, вы мне скажите. А вот на данный момент поступает, и зная, что это, но я всегда говорю: интерес твой в чем? И тогда все карты выкладываются на это. Понятно, там все сладко звучит, мы тебе заплатим, там горы, лимузины, туда-сюда. Но когда ты говоришь, твой интерес в чем, и они говорят: ну вот так-то, так-то, и ты понимаешь, что это немного такое, знаете, не светлая тема, то есть не чистая, то есть есть там немного такой негативный оттенок, и мы сразу говорим: нет, мы туда не лезем, мы вне политики, мы не хотим. Был инцидент, возможно, напомнит ваши, забегая вперед, ваши подписчики определенный опыт наш. Это от неопытности, опять-таки, от незнания определенных тем, потому что у нас там свой был головняк.
А на данный момент все я стараюсь через фильтр интересы, чтобы все, если я беру какую-то рекламу, то должны интересы соблюдаться мои, кому мы это рекламируем потребителям и человеку, кто это рекламирует, ну то есть кто хочет дать. То есть это вот такой треугольник. Если все вин-вин, то тогда да. Если нет, то извините. Еще один вопрос от наших подписчиков. По поводу чего вы не будете шутить, есть ли какие-то рамки, которые, вот вы говорили о рамках, которые существуют на федеральных каналах, есть какие-то рамки, которые вы устанавливаете для себя сами? Да, конечно. Это стараемся шутить, ну, на тему религии, это точно, на тему там, ниже пояса стараемся чуть меньше шутить. Ну, понятное дело, если формат позволяет, можно немного там где-то серый юмор пустить, да, но формат черного юмора мы не впускаем в открытые, да, такие пространства, потому что это все разлетается, у всех уже есть дети, и они будут потом этот контент смотреть, и потом, ну, тебе самому будет чуть-чуть неудобно. Вот, наверное, вот этот формат. Политически, я думаю, здесь мы можем чуть-чуть себе позволить, потому что мы такая политичная страна, и все у нас связано с политикой, все, что ты не откроешь, везде где-то кто-то в носу поковырялся, там, септиком себе на лицо посыпал. Ну, типа, это все вот в открытом доступе, и все про это говорят, и почему не пошутить про это? То есть про политику мы, наверное, будем чуть-чуть там трогать ее. В Лиге Алато есть какие-то рамки? Вот про это шутим, про это не шутим, а нет, тут давайте... Двойные даже у нас. Двойные. У нас есть договор с телеканалом НТС. Сначала проходят ребята, команды, новички проходят редактуру, как везде. То есть редактор говорит, вот здесь вот нужно полояльней. То есть, опять же, вот тонкая грань, то есть как пошутить про политику, у нас же все воспринимается в личное, что пошутили про политику, то есть это не лично человека оскорбили, а некоторые команды, то есть они эту грань теряют, то есть они уже переходят на оскорбление, и это уже не юмор. Это уже не совсем неправильно. Вот. И ребята проходят эту редактуру, где-то корректируется, где-то вырезается полностью. Потом выходит это, и все равно, даже то, что у нас вышло, проходит еще одна редактура, уже телевизионная, и там при монтаже вырезают какие-то моменты, которые могут кого-то обидеть. Вот недавно игра была, можно, да, к примеру расскажу. Ты смотрел Бахью, кстати? Какой? Ты что там был же? Я же судей. Второго, да, когда там представитель как раз-таки Азиамикс Азамат, по-моему, пошутил про то, что, как изменилась твоя жизнь после того, как ты стал чемпионом в КВН? Он говорит, классно, говорит, теперь я, говорит, шутить про что угодно могу. Хотите шутку про Садыра Джапарова? Они, нет, ты что, тебя в тюрьму посадят? Он говорит, классно, говорит, отсижу, выйду, стану президентом, все, вот это вырезали. Кто вырезал? Там редактура. Нет, не там. До него не дошло. Да, до туда даже не дошло. Да. Именно редактор телеканала НТС уже вырезали это. Вот. Вот такие шутки бывают. Как попасть в вашу лигу? Элементарно собрать команду, подать заявку и все. Мы дальше уже даем ребятам задания, они эти задания выполняют. Опять же, ребята, выполняя задания, проходят редактуру. Кто-то делает выводы и меняется, а кто-то остается на месте. Даже, к примеру, команда «Манная каша», которая вот 2 апреля они выиграли, они очень долгий путь прошли. То есть ребята настолько... Причем я все время скептически относился к женскому юмору. Очень редко на меня, залетают для меня лично, не для лиги, а вот для меня лично шутки со стороны женщин. То есть мне это тяжело было. А вот «Манная каша» полностью женская команда. Это какие-то шутки бывают мужские и женские? Нет, сама подача. То есть вот мне почему-то, когда вот мужчина рассказывает анекдот, мне он звучит как-то более восприимчивее, чем когда я прихожу домой и мне жена рассказывает анекдот. Я вообще не... А я вам скажу, почему так, что вы вот эта феминистическая тема не было? Смотрите, очень просто. Почему над мужиками смеются? Потому что он сказать, да ты тупой. Нормально. А девчонке скажи, это оскорбительно почему-то звучит. И девчонка, когда шутит ту же самую шутку, говорит мужскую, ты не можешь внутренне, психологически посмеяться над этим, потому что это женщина, она мать, она красивая, то есть у нее чуть-чуть задачи другие, да? Возможно, это, опять-таки, я не говорю, что это нынешнем, мы можем про это проговаривать, мы можем, но это в ДНК у нас сидит там. Мы не можем, вот любую шутку возьмите, скажет Сабуров и скажет какая-нибудь другая девчонка.
разная реакция будет. Это Нет. и есть... То есть у нас есть команда Смотрите. «Манная каша», Она чисто женская. которая ломает вот эти ваши стереотипы. Не то, что ломает, она их уничтожает. Одна, во-первых, во-вторых, Так вот вы вам поймите, по что щекам. поймите правильно, что для женщин, даже вот я работая, когда тоже писал команде своей, да, тяжелее писать. Это раз. Но когда среди девушек выходит какой-то вот изумруд, это вот даже вот Картункова, например, обожаю ее, просто вот смотрю, я лично с ней не знаком, но когда я ее смотрю, я вот ее шутки вот прям заходят. Ну, и опять же вот там помимо нее есть Варнава, которую я тоже люблю, вот ее подача, как она это делает. Среди женщин просто их лучше нужно в плане юмора, как сказать, огранки больше нужно придавать, и тогда вообще получается изумительный бриллиант. Вот Да, ну, для меня так. Что вам дал КВН? Вот это вопрос. Помимо вот этой школы, о которой вы говорили. Мне еще, наверное, впереди все предстоит. Я надеюсь, что мне даст еще, да. Мне очень, ну, как бы, мне очень нравится заниматься молодежью. Мне нравится, когда ребята, КВНщики приезжают, я не знаю, как это можно назвать, но когда ребята тебе благодарны за твою работу. Даже вот ты приезжаешь, вот у меня жена подтвердит, когда в 2019 году сезон был, у нас была команда с Джалабада, кстати, вот ваш родной город. И ребята приехали, и они, получается, что у них получились финансовые сложности, и они жили у меня дома. У меня дома, и они настолько были благодарны, это, ну, не знаю ни с чем, и они потом уезжали, и они мне КВНчики, ну, не знаю почему, они, дядь Саш, вот, в Джалабад приедете, все, мы там все сделаем, и так далее. Ну, как-то, не знаю. Знаете, что я добавлю и продолжу тему Саши? Угу. Что нам дал КВН? Он нам дал яркую жизнь. Вот это факт. То есть нам есть что рассказать своим детям, внукам. Вот факт. Вот, Подписчикам «Кактус Медиа». ну да, просто у нас настолько она яркая оказывается. Вот когда вот потом-то со временем ты же понимаешь, да? И я сейчас понимаю, как круто, что я в 11 классе был стеснительным парнем и согласился пойти послушать на вот это вот, пойти тусовки, где-то там в стороне сидел. Молодец, что я тогда сам себя заставил и пошел, потому что я бы сейчас там не проездил бы там несколько там стран, не побывал бы в разных странах, у тебя есть друзья, когда ты куда-то едешь, ты раз им звонишь, они тебе сразу рассказывают, что да как, тебе уже комфортно, как будто бы ты приезжаешь к себе, ну, как минимум в гости, где тебя кто-то сопровождает. Ну, то есть минимальные какие-то вот такие моменты, это так круто. И я сейчас понимаю, что для нас там съездить там в Узбекистан, Казахстан, или, ну, то есть вообще Не очень проблема, да, не проблема. И наше путешествие там началось там у меня в 21 год. До 21 года, пока я не пошел в КВН, я сидел в Бишкеке. У меня был Бишкек, Иссык-Куль и все. И то есть я больше никуда не выезжал. Насколько у меня была скучная жизнь вот до 21 года. А потом начали поездки. А поездки — это же новые впечатления, новая культура. Ты приезжаешь сюда, ты видишь, что ты делаешь вот это, а когда у тебя есть пример, ты думаешь, подожди, а зачем? Давайте вот так. Почему, говорят же, очень много людей ездят учиться за границей, и когда они приезжают, они большой вклад делают. То же самое и у нас. Когда ты изучаешь культуру, ты изучаешь поведение людей, ты на определенные вещи здесь делаешь по-другому. Ты немного стараешься смотреть с разных углов. Вот так, я думаю, правильно. Я думаю, подытожим. Яркую жизнь. И все. Вот так вот бывает. КВН. Мы начинаем КВН. Для чего? Для кого? Для того, чтобы, вот, кстати, предыдущий вопрос, вот даже предыдущий ответ, он был настолько, вот для этого, для того, чтобы менялась культура, для того, чтобы люди становились более добрее друг к другу, для того, чтобы у нас в городе менялось все. Я тоже знаю, что я не идеальный человек, но каждый раз, когда ты понимаешь, что на тебя смотрит молодежь, и это работает как стоп-кран, потому что ты уже понимаешь, что ты примером становишься для кого-то. И это очень классно. И это влияет на общество в общем, в целом. То есть там, где вкладывают большие деньги в культуру, в развитие, там преступность падает в этих странах. Там падают какие-то вот такие вот моменты, которые там, национализм падает.
люди больше, потому что приезжаешь, там, вот, мы когда ездили в Сочи, и там кого-то только не... Всех подряд, вот трудно назвать, кого я там не встретил. Все там были. Даже встретил мордвинов ребят, с Уфы были ребята, башкиры. И я вообще даже не знал, ну, то есть знал, что есть, но не знал, что там будут. И все как-то дружелюбные, все вместе, все. Ну, по крайней мере, мое первое впечатление. Бахтияр, он раньше меня в Сочи первый раз поехал. Я поехал как раз-таки вот в 2016 году поехал в Сочи. И это было вообще, конечно, здорово. И опять же, забота о будущем поколении. Сейчас те, кто ребята придут играть в КВН, им будет по 14 лет, пройдет немного времени, 10 лет, ну вот такая планка у ребят, насколько я помню, 14 лет. Путь, да, вот? Да. От начала КВН до чемпионства. 10 лет пройдет, и через 10 лет получите замечательную молодежь, которая будет понимать, где, как можно пошутить, где не надо, где можно себя контролировать, юмор другой пойдет. Ведь юмором тоже можно обидеть и убить, как говорится, ну, словом, там, да, образно. Поэтому здесь лояльность такая нужна к молодежи, которая подрастает, потому что все равно у нас талантливая молодежь. Я очень радуюсь, когда вижу, что там наши там заняли какие-то места призовые по Олимпиаде физики, там не внутри страны, а где-то там. А как ты узнаешь, что ты лучший, если ты за пределы страны не выезжаешь? Все логично. Спасибо большое. У нас истекает время эфира. Давайте еще раз напомним, какой у нас повод. 30 июля мы все-таки ждем, мы так решили, что стоит приехать. Ну, если вы любите прохладу, если вы любите Иссык-Куль, то приезжайте. А если вы любите жару, город, то не надо. То езжайте в Дубай. Езжайте в Дубай, да. Если вы любите жару и скукоту, оставайтесь здесь. Если вы любите прохладу, хорошую тусовку, то, значит, 30 июля Чулпан-Ата, ипподром, это вот такие ключевые. Да, 20:00 начало, ближе к вечеру. 20:00? Да. Ну там вечерняя, я думаю, как раз. 20:00 начинает темнеть. Да, Иссык-Куль это как раз такая движуха начинается. Просто у нас, я же говорю, это все по опыту. Мы делали КВН, начало было в 6, на Иссык-Куле, на ипподроме. Все были на ужине. Нет, все пришли, жарко было, люди очень, видно же, а ты же, ну это же люди, зрители приходят, это же твои как гости, максимально хочется создать им тоже какой-то комфорт. Ну, чтобы они отдохнули с пляжа как раз таки, раз пришли. В этот раз мы каждый раз с годом улучшаем, у нас будут там с Бишкека привезут электросамокаты, чтобы ребята по большой площади ипподрома могли передвигаться. Мы хотим устроить соревнования перед КВНом на электросамокатах. В общем, планов много. 20:00 уже начнется сам КВН. То есть нужно приходить чуть пораньше, чтобы еще принять участие в движухе. Да. Опять же, культура. Вот всегда говорят, это же по-кыргызски, когда опаздывают люди. Мы очень хотим достичь того, чтобы у нас люди начали приходить вовремя. Поэтому на билетах надо написать 19:00. Тогда те, кто придет раньше, начнут возмущаться, типа, вот, уже время, вы что не начинаете? Да не, я думаю, вот так вот, кому надо, тот поймет, что есть движуха, и тот будет понимать, что оказывается... Значит, в 20:00 мы собираемся начинать уже само мероприятие, само выступление. До этого будут какие-то развлекалочки. Да, то есть там, во-первых, ипподром сам по себе красивый, по нему погулять уже классно. А развлекалочки, место для фотосессии. Выпить себе какие-то проходительные напитки, там, приобрести, походить, погулять, перекусить в конце концов. Мы это все продумали. У нас есть несколько компаний, которые привезут туда продукты, привезут попить холодненького, поэтому все предусмотрено. То есть это праздник будет, праздник юмора, лето. Вот как же есть Кивин в Сочи, это такой будет... Не, ну Азия Микс, так заявить, конечно, нет. Было бы классно, если бы мы сделали что-то, нечто подобное со всех регионов. Именно хотя бы на начальном уровне со всех регионов ежегодно сделать какое-то соревнование на Иссык-Куле, и чтобы оно проходило ежегодно. И чтобы оно охватывало там Джалабад, Ошскую, Нарынские там областя. Все вопрос упирается в финансы. То есть команды бывают часто звонят, мы хотим, но у нас нет спонсора, мы не можем приехать. Хотя это небольшие деньги, то есть с Джалабада приехать на Иссык-Куль на 2-3 дня и уехать. Ну, не огромные. Это деньги. еще вот один из факторов, почему сейчас КВН
становится менее популярным, потому что В в упадке, ТикТоке да? ты включаешь, и ты ничего не тратишь. А чтобы собраться, тебе минимум надо там на обед скинуться, еще что-то, то есть это уже. А ты тут дома раз снял. Из этого, наверное, люди, исходя из этого, тоже меньше становятся популярны. В 20 часов начнется выступление. Сначала будет конкурс 4 команд Да, Лиги Алатоу. да. То есть приветствие будет, потом будет биатлон, потом ребята заканчивают, в этот момент жюри начинает совмещаться, и под это все начинает выступать Азия Микс. И Азия Микс обещает новые шутки, те, которые мы еще не слышали, те, которые в ТикТок еще не появились. Да, ищите их в вечернем Бишкеке. В ТикТоке не так много. Да, ну да, в ТикТоке их еще не было, это точно. Спасибо вам большое. До встречи 30 июля. Вам спасибо. С нами был Касымалиев Бахтияр, президент До свидания. Азия Микс, и Александр Ященко, Да, не Ростислав. генеральный директор региональной лиги Алатоу. Спасибо вам большое. До встречи. Все, пока, ребят. Всего доброго.